Все. Первое, что я хочу показать, это вот этот фрагмент войлока. Очень мало сохранилось войлока в склепах, кроме вот курхарсов, еще вот. Но именно вот в таком варианте я практически его не видела. Войлок, он, естественно, поедается молью, и поэтому плохо сохраняется. Вообще войлок сохраняется только там, где нет, ну, за ним уход от моли существует. Так вот он, войлок в склепе, в царинском склепе, вот такой фрагмент лежал. Он, правда, без орнамента, но, тем не менее, это войлок. Вот всю жизнь, сколько я помню, моя мама в детстве меня ругала за то, что я выбрасываю волосы. Она собирала все свои волосы в мешочек и говорила, что их нельзя выбрасывать. Вот в царинском склепе несколько мешочков найдено. Несколько мешочков найдено, и в них везде волосы. Вот волосы человека похоронены вместе с ним вот в таких вот мешочках. На самом деле, вот традиция собирать волосы в мешочки, хотя по исламской традиции их уже с ними не хоронят, но тем не менее собирать волосы в мешочки и то, что их нельзя выбрасывать, она идет из глубины веков. Вот в склепах такие мешочки с волосами не редкость. Вот такой вот вариант. Еще хотела вам продемонстрировать. Мы до сих пор видели разные рукава. Еще мы потом будем их представлять. Но вот здесь вот есть такая манжета. Это на самом деле куараш на ингушском языке. Они просто прикрывали руку, прикрывали ладонь. Понимаете, это вот прототип кавказского костюма, который потом в 18-19 веке получил большое распространение. Вот такая лопасть она была. И это в склепах тоже в средневековье. Вот образец, вот он настоящий живой образец, смотрите. Это прямо из склепа. И значит, эта традиция вот с этими лопастями, она довольно глубокая. То есть это идет в глубокое средневековье. Сейчас идут споры о том, что вот у нас были только так или нет. Все было. И манжеты всевозможного типа здесь встречаются. И воротники всевозможного типа здесь встречаются. Застежки, ноговицы, нагрудники. Вот все, что есть в современной кавказской традиционной культуре и в одежде, и того, чего сейчас нет, все это встречается даже в одном склепе, на примере одного склепа в селении Цори, все это есть, все это встречается. Поэтому в следующий раз там по поводу того, чтобы спорить было-нет, вот есть такой интересный склеповый материал. И еще очень многие говорят, что не было меховых шапок